Я еще раз прошу, тех ребят, которые верой и правдой служили своей родине, отличились во время войны, чтобы они вовремя все же одумались, есть такая возможность, вот. Не заставляйте нас, чтобы мы тоже, так сказать, пришлось применять силу по отношению к тем, кто защищал свою родину, потому что некоторые группы людей, которые во время войны группами воевали, там по 5-6 человек, и так группами по 5-6 человек сейчас превратились в бандитские группы, и нам придется очень серьезно, так сказать, об этом. Пусть люди знают, я должен сказать, общество должно быть готово к тому, что мы очень решительные меры сможем применять. Вы, так сказать, пусть никто не бегает потом к нам, если вы не можете, если человек не может остановить своего сына, если он спокойно смотрит на то, как его сын приносит домой награбленное, и, так сказать, вот с этим мириться, пусть он тогда не приходит потом и не говорит нам, за что пострадал мой ребенок. Вот пусть это, так сказать, вопрос не будет. Пусть он вовремя остановите своих детей. Пусть каждый остановит своего близкого, своего родственника, другого нельзя. Потому что есть, мне докладывают, атмосфера всепрощенчества. В некоторых тоже ничего подобного, особого не случилось, если кто-то что-то пошел там, что-то сделал, такая психология. И знаете, обидно, это говорят, иногда это говорят вполне солидные пожилые люди, молодые даже, куда более радикально к этому относятся, так сказать, не принимают этого. Иногда есть пожилые люди. Это психология весьма опасная, весьма опасная. Это до добра никогда не доводило, и нас вообще чужое добро до хорошего не доведет никогда. Это надо знать.